Что необходимо делать, чтобы ваши отношения со спонсором были приятными, полезными, а главное плодотворными? Все очень просто. Соблюдайте правила, которые я собрал в простую модель. Спонсор. Эти 7 простых правил помогут вам легко их запомнить, а соблюдая их, вы будете добиваться хороших результатов в партнерстве. Слушайтесь своего спонсора. Даже если вам кажется, что вы знаете что-то лучше, чем ваш спонсор, или он вас младше, не имеет никакого значения. Мне нравится поговорка, которая очень известна в нашей индустрии. Если спонсор говорит прыгать, не нужно спрашивать зачем. Единственное, что ты можешь сделать, уточнить сколько раз. И есть 4 слова, которые мешают добиваться успеха. Я это уже знаю. Уберите это из своего лексикона. И когда вам говорит спонсор сделать звонок, изучить какую-то информацию, просто возьми и сделай это. И тогда ты будешь добиваться успеха. П. Постоянно поддерживайте контакт со своим спонсором. В сетевом маркетинге есть такое высказывание: спонсор достается тем, кто его достает. Стремитесь к постоянному контакту со своим спонсором. По телефону, по Zoom, по скайпу, не имеет значения. Доставайте его своими вопросами. Делайте так, чтобы ваш спонсор уделил как можно больше времени именно вам. Но не забывайте, вы первым должны идти на контакт. Не ждать, когда спонсор позвонит вам. Для этого есть несколько причин. Во-первых, у вашего спонсора наверняка есть еще дистрибьюторы помимо вас. И всем нужно уделить свое время, всем нужно уделить свое внимание. Во-вторых, вы можете получить огромное количество мотивации, узнать последние новости о компании, об индустрии именно от вашего спонсора. Поэтому делайте все, чтобы быть на связи со своим спонсором. Открывайтесь в отношениях. Очень важно, чтобы вы были со своим спонсором открыты и честны. Если вы с чем-то не согласны, найдите в себе силы сказать об этом напрямую, открыто и честно в глаза своему спонсору. Садитесь за стол переговоров. А если вы не можете найти контакт со своим спонсором, обратитесь к вышестоящему, чтобы он помог вам начать все с чистого листа. Не спускайте негатив. Что бы ни происходило в вашей команде, никогда, ни при каких обстоятельствах не делитесь этой информацией со своими нижестоящими партнерами. Вниз можно только позитив. Обсудите со своим спонсором все, с чем вы не согласны. Потому что любая ситуация может казаться вам трагичной, непроблемной только с вашей точки зрения. Но обсудив все со своим спонсором, возможно, вы избежите огромных проблем в будущем. Никогда не обсуждайте ничего с параллельными структурами. Особенно, если это негативная информация, которая может помешать не только вашему, но и их бизнесу. Совершенствуйте свой характер. Если вы недовольны своим спонсором, он вам не нравится, поздравляю, у вас есть шанс поработать над собой. Потому что всегда проще убежать от проблем. Но мы же знаем с вами, что от судьбы не уйдешь. Если ты не справился с одной ситуацией, она непременно повторится вновь, но более глобально. Поэтому совет вам на 1 миллион. Научитесь работать и совершенствовать свой характер. Научитесь договариваться со спонсором, а это поможет вам в отношении с вашими родными, друзьями и близкими. Организуйте свою работу со спонсором. Это еще одно очень важное правило, которое поможет вам правильно выстроить свои отношения со своим спонсором и вместе добиваться успеха. Заранее договоритесь о времени, когда вы будете звонить своему спонсору. Используйте современные средства связи. Телефон, интернет. Все создано для того, чтобы упростить вам организацию работы со своим спонсором. Радуйтесь тому, что у вас есть спонсор. Это очень важное правило, потому что спонсор сегодня, завтра и даже через год – это самый важный партнер в вашей организации. Человек, который заинтересован больше, чем кто бы то ни было в вашем успехе. Если оказалось так, что вашего непосредственного спонсора нет, он покинул структуру, компанию или произошло еще что-то, идите выше. Уверен, в команде найдется тот, кто непременно захочет вам помогать. Итак, давайте подведем итоги, чего мы сегодня с вами узнали нового. Слушать своего спонсора, постоянно находиться в контакте, быть открытым и честным в отношениях и никогда не сливать негатив. Совершенствуйте свой характер, организуйте свое общение со спонсором, радуйтесь тому, что у вас есть спонсор. Еще больше информации и полезных тренингов вы найдете на нашем сайте онлайн-университет aploffice.com.